Видеоока «Аносплав» находится в поселке Комсомольск, на улице Краснодарская, 8. 12, извиняюсь. Здесь мы встретились с Николаем Сергеевичем Целищевым, который был директором Комсомольской средней школы. Уважаемый Николай Сергеевич, будьте добры, вспомните тропинки памяти, которые вас привели в нашу школу. Первый вопрос будет следующий. Кого вы считаете своим любимым учителем и почему вы выбрали профессию учителя? Ну, в свое время, в 9-10 класс, я обучался в 4-й школе города Сыктывкара. Учителем математики у нас была Сюткина Люция Васильевна, заслуженный учитель школ Российской Федерации. Вот, мой любимый предмет был математика. Она была изумительный учитель. Ну и, наверное, не захотелось быть таким же учителем, как она. Вы в одном классе учились. Здесь я был знаком с Прасковьей Ивановной Чисталевой, с ее сыном. Да, с Леонидом мы учились в одном классе 2 года, 9-10 класс. Значит, закончили вместе с ним. Ну, в дальнейшем наша судьба не пересекалась. Так, окончив пединститут, вы в итоге попали в Комсомольск. Ну, в каком году? По распределению после окончания физико-математического факультета нашего пединститута, Коми пединститута, меня по распределению направили в Тульско-Печорский район. Я работал в 1976 году. Я 2 года работал учителем математики и военного отдела в Знаменской средней школе. Затем был назначен директором Пальюнской 8-летней школы. 3 года директором там был. И после Пальюнской 8-летней школы я 3 года еще работал директором Якшинской средней школы. После Якшинской средней школы в 1984 году меня направили в Комсомольскую среднюю школу. С 1984 года с 20 августа 1984 года по 15 ноября 2015 года я был директором Комсомольской средней школы. Это сколько лет? Ну, 31, чуть больше 31 года. Ну, а если перевернуть, будет 13. Мне нравится слово 13, 31, симметрично. Этот год 2020, необычный год, но в то же время получается, что он юбилейный. 2 пятерки, то есть 55 лет исполнилось этому зданию. 15 сентября 1965 года мы с переулка Школьный переезжали, переносили вещи сюда. Мне доверили нести глобус. А, как оказывается, Александре Афанасьевой она несла парту. Так, что за 31 год изменилось в школе? Ну, я в 1984 году, когда начал работать в этой школе, школа была уже обустроена, достаточно обустроена была школа. Педагогический коллектив был сильный, творческий, целеустремленный. Было, конечно, мне повезло работать в этом коллективе. Было молодому директору и учителю молодому математики, было у кого поучиться, у таких учителей, как Мария Дмитриевна Корычева, Ия Михайловна Алачева, Юлия Сергеевна Слюсарева, Валерия Дмитриевна Шайхудина, ну и много-много других. Ну, коллектив был достаточно молодой, я не скажу, что старый коллектив был, где-то возраст средний был чуть больше 30 лет учителям, то есть коллектив очень был работоспособный. Обучающихся в это время было около 300 школьников. Если точно сказать, то в 1984 году обучалось в школе 282 человека. Параллели были? Были параллели. Но классы, конечно, были очень большие, по около 40 человек в классе было. Ну и в течение, ну, наверное, 5-6 лет школа занималась 2 смены, было одно здание школы. Значит, в течение 5-6 лет у нас появилось много, еще дополнительные параллельные классы появились. Был хороший, очень социальный партнер
у нас в школе, у школы это Комсомольский леспромхоз. Значит, Он еще жил тогда. да, мы всегда с руководством леспромхоза поддерживали тесные отношения. Значит, и в таких разговорах они посещали школу, знали, что мы учимся в тесноте, в 2 смены. И по их предложению мы начали в 1990 году строить пристройку к этой школе. В 1991 году мы сдали пристройку в школе. Там у нас стал блок начальных классов. Вот, а здесь школа перешла в односменный режим. Значит, стало полегче работать. То есть больше времени оставалось на внеурочную работу со школьниками. То есть они без второй смены и сразу после уроков, после обеда уже работали и кружки и занимались другой внеурочной работой. Здесь получается, что Николай Сергеевич, ты, как коллега мой, непрерывно находитесь, я дискретно, по крайней мере, раз в 5 лет, наш 5-й выпуск с вами сюда приезжает и встречается. В этом году нам не удалось встретиться, по крайней мере, за всем этим наблюдают те березы, которые были посажены. От имени 5-го выпуска, как выпускника этой школы, от имени своего профессионального взгляда, я хочу поблагодарить и пожать твою руку, коллега, за то, что ты сохранил эту школу. Дай Бог здоровья, любить и быть любимым. Спасибо.